начинаем урок биологии. Книгу тетрадь открываем, готовимся к домашним заданиям. Домашнее задание, параграф какой был у нас? 17. Строение функции нефрона. Хорошо. Мы прошлый урок проходили что такое нефрон, строение функции нефрона, да? Ну-ка, кто мне скажет, что такое нефрон? Да, Мадина? Нефрон – это структурная и функциональная единица почек человека и других позвоночных организмов. Хорошо, спасибо. Давайте найдем правильный ответ. Пройдемся по домашнему заданию. Первый вопрос. Основная функция почек – фильтрация. Это правильно или нет? Да. Правильно, да? Значит, у нас основной функцией почки является фильтрация. Да? Фильтруют что они? Почка. Кровь, да. Правильно. Второй вопрос. Почки реагируют в состав крови и других жидкостей организма. Правильно или нет? Правильно. Дальше. Почки – орган кровеносной системы. Следующий вопрос. Почки – орган дыхательной системы. Нет. Определяет количество воды и соли в организме. Нет. Да, правильно. Почему? Определяет. Очень важно, сколько мы в день пьем воды и соли, да? В норме за сутки человек сколько воды может пить? 2,5 литра. Да? А соли? 15 грамм. 15-20 грамм соли в сутки может употреблять человек. Да? У нас сегодняшняя тема что? Как думаете, ребята? Правильно, ребята. Сегодняшняя наша тема – это факт, влияющий на работу почек. Это рацион питания, переохлаждение, лекарственные препараты, хронические а также инфекционные заболевания. Мы на уроке научимся описывать факторы, влияющие на работу почек. Записали тему, сегодняшнюю дату. Почки являются фильтром нашего организма. Пропуская через себя кровь, они очищают ее от токсичных веществ, бактерий, а также вирусов. Этот орган выполняет еще много важных функций, поэтому за его состоянием нужно тщательно следить. Один из факторов, влияющих на работу почек, является рацион питания. Избыточное употребление воды усиливает мочеобразование. Это приводит к тому, что возрастает нагрузка на сердце и почки. Положительные факторы, влияющие на работу почек, являются соблюдение норм питания. Значит, мы должны соблюдать, сколько должны употреблять соли в сутки? 15, не больше, да? Это норма. А также сколько воды должны в сутки? Негативное влияние на работу почек что является? Как вы думаете? Можете ответить, Мадина, стоя? Негативное влияние на работу почек – это кофе, сладкое, газированные напитки, также раздражают почки минеральные лечения, лечебная вода и так далее. Хорошо, спасибо. Деление почек как может повлиять на организм? Кто мне скажет? Давайте встаем. Положение как системная патология, вызванная воздействием на организм низких температур. Чаще всего проявляет себя как инфекцию, воздействует как на местном уровне, так практически на все органы и системы человека. Хорошо, правильно. И лекарственные препараты как влияют на организм, Самир? Лекарственные препараты, перед тем, как начать прием препарата, надо внимательно прочитать инструкцию. Правильно. Сперва надо прочесть, что инструкцию, нет ли противопоказаний, правильно. Да, побочные эффекты, аллергия, правильно, Ясин, а также срок годности надо смотреть, да? Естественно, самое первое, да? Опасность алкоголя для почек. Кто мне расскажет? Ясин?
Можете рассказать про опасность алкоголя для почек? Своими словами. Алкоголь и почки понятия несовместимые. Да, правильно. Негативно влияют на почки. Видите на экране, видите, да? Это почки сморщены под воздействием алкоголя. Спасибо, Ясин, садитесь. Следующий. Один из факторов, влияющих на работу почек, является, естественно, инфекционные заболевания. Да? Инфекционные заболевания, хронические заболевания, такие как бронхит, тонзиллит, да? И инфекционные заболевания, обычные гнойные ангины. Да? Естественно, все заболевания надо до конца долечивать. Эти заболевания оказывают токсическое отравляющее воздействие на весь организм. Инфекции в почках возникают из-за патогенных бактерий, которые теми или иными путями могут попасть в орган и, размножаясь, вызывают воспаление. При фильтрации крови с токсинами клетки почек могут что? Повредить и погибнуть. Правильно. Видите на экране, это почечная недостаточность. Первый рисунок, это у нас что? Обычные здорового человека почки, а второе, это у нас уже почечная недостаточность. Да? Вот так вот выглядят нездоровые почки, если не его беречь. Следующий фактор, влияющий на работу почек – вред курения. Состав сигарет содержит более 200 сотен ядовитых токсичных веществ. Попадая в организм, тяжелые вещества вступают в реакцию с внутренними органами. Сигареты могут спровоцировать следующие изменения в работе почек. Табачный дым вызывает сужение сосудов, возникает ухудшение микроциркуляции крови внутри органа. Теперь, ребята, вам задание. Дополните схему факторов, влияющих на работу почек. Смотрим все на экран и записываем правильные ответы. Хорошо, ребята, все записали? Ну-ка. Первое, это, естественно, рацион питания. Второе, переохлаждение. Третье, Лекарственные препараты. четвертое, инфекционные заболевания. Правильно. Теперь задание второе. Напишите предложение. Все записали? Как первое. 1,5 и 2,5 литра. Следующее. Айдан. Количество соли в сутки не должно превышать 15 20 грамм соли, да? Правильно. Так, Азиз, следующее. Инфекционные заболевания на весь организм оказывают что? Токсичное влияние. Токсичное влияние на весь организм. Правильно, ребята, хорошо. Теперь групповая работа. Первая и вторая группа у нас, друзья, почки. Открываем страницу 87. Вы пишете слово что? Да. Вторая, третья, четвертая фаза – это враги почки, да? Пишите факторы, влияющие на работу почки, отрицательные, а вы пишете положительные. Хорошо? Пишем. Даю 3 минуты. Ребята,
Ну-ка, начинаем задание. Кто мне скажет? Друзья, почки, начинаем. Что можете добавить в первая парта? Рацион питания. Рацион питания. Хорошо. Враги почки, что можете добавить? Неправильное питание. Неправильное питание. Вторая парта. Регулярное занятие спортом. Регулярный занятие. Противоположный. Что можете сказать? Враги. Ага, Айдан. Низкая физическая активность. Хорошо. Гормональный баланс. Ага, правильно. Враги. Ну-ка, что добавите? Вредные привычки. Мгм. Если злоупотреблять лекарственные средства, то можно заработать себе всякие болезни, как сахарный диабет и так далее. Другие, да, заболевания, да? Правильно. А Ружан? Вредные почек – это вредные привычки. Вредные привычки. Ну-ка, друзья, почки, что добавите? Эдуард? Чистая питьевая вода. Чистая питьевая вода. Утром что? Пить чистую, теплую воду. Желательно с лимоном, если дома имеется лимон. Хорошо? Да. Сегодняшней темы какой вывод вы делаете для себя? Гюзель? С сегодняшнего урока я сделала такие выводы, то что чтобы сохранить здоровье своих почек, необходимо контролировать свой вес, контролировать количество воды в организме, заниматься спортом, кушать питаться правильно, не злоупотреблять сладким, соленым, не курить, не использовать алкоголь. Для того, чтобы сохранить здоровье, нужно по утрам пить чистую проточную воду, заниматься спортом. Хорошо, молодец, Лев. Гюзель, что хотите добавить? Мне кажется, в профилактике нужно своевременное обращение к врачу-урологу и нужно избегать проникновения переохлаждения в организм. Да, правильно. За сегодняшний урок первая группа у нас получает 8 баллов, вторая группа за счет активных девчонок получает у нас 9 баллов, третья группа 9 баллов, и, естественно, четвертая группа тоже 9 баллов получает, да? А также из учеников за активность Фарида 9 баллов, Гузель, а также Элиф по 9 баллов, Эдуард 8 баллов, девчонки по вас 9 баллов, все активно присутствовали на занятии, а также в этой группе у нас девчонка Мадина 9 баллов, Зарина 9 баллов, Самин 9 баллов, Мадина, а также 8 баллов Зарина. Ребята, домашнее задание «Факторы, влияющие на работу почек», параграф 19, надо прочитать. Следующий урок буду спрашивать пересказ, а также сделать конспект. 9 Д класс. Спасибо за урок. Берегите свое здоровье. Спасибо.